из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если поделить его жизнь на 3 части, уже 2 части прошли. Он жил, пророк, алейхиссалату вассалам, 63 года. Сегодня будем рассказывать с 35 лет до 40. Итак, эта тема сегодня начало откровения, внушения Аллаха, вахи. После Иса, алейхиссалату вассалам, прошло около 600 лет без пророка. Промежуток между нашим пророком и Иса, алейхиссалату вассалам, столько долгое время. И распространилось, конечно, многобожие и много чего, разные адаты и заблуждения. В 610 году пророк, алейхиссалату вассалам, родился, в 670 году, когда в 610 году. До этого, когда ему исполнился, получается, в 607 году, начало откровения было сны пророка, алейхиссалату вассалам. То, что он видел во сне, утром это как повторение было, то, что было. Как рассвет, он все видел, то, что видел во сне. И внушение от Аллаха разные бывает. Внушение даже животным бывает. Аллах Та'ала иногда внушает животным, иногда деревом, иногда человеку. И внушение, когда пророком, это уже называется вахи. Это почему начинается с сна? Это самый легкий, с легкого начинает. Потому что связь прямым сразу Аллахом, это тяжелая вещь. И это продолжалось у него в течение 3 года. До 43 года. И этот период пророк, алейхиссалату вассалам, полюбил одиночество, отделяться от людей. И он вот Гари Хира, пещера Хира, кто в хаджи был, знает. От Кааба она даже видно была, как раньше, пока строительства не было. На расстоянии 5 километров от Кааба. Туда он отдалялся от людей. Уединение. И там у него была ибадат, размышление на небесах, на земле, что Аллах должен был, истинный Аллах, и служит Аллаху. И он взял с собой еду. Иногда он несколько дней, 10 дней там было, иногда месяц бывал. И жена Хадиджа, радиаллаху анха, иногда несла еду туда же, в пещеру. Видите, какая жена на расстоянии 5 километров возит для своего мужа еду. Да будет доволен ее Аллах. Она уважала все, что пророк, алейхиссалату вассалам, уважал, она тоже уважала. Раз пророк, алейхиссалату вассалам, хочет по пещере, она так взрослая, умная женщина. Если была бы пророк, алейхиссалату вассалам, молодая жена, там 18 лет или 16 лет, она много жалоб была бы с ее стороны. Хадиджа, раз пророк, алейхиссалату вассалам, хочет отделяться, она спокойно мирилась и согласилась. И еще поддерживала пророк, алейхиссалату вассалам. Потому что каждый человек, он нуждается для очистить свой душу, одиночество. Всегда то, что человек делает дуа Аллаху, одиночество играет, это лучше, чем 70 дуа, которые он делает среди людей. Потому что это искренне бывает. Итак, однажды, когда пророк, алейхиссалату вассалам, был в этих горах, появился ему, как будто сзади один человек обнял. И сказал ему: радуйся, о Мухаммад, я Джибриль,
и ты посланник Аллаха к этой общине. И потом сказал, говорит, икра, читай. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, я не читающий. То есть он не научился, неграмотно. Это значит, он просто не знал писать и читать. А так это не значит, что он был невежливый. Он был очень благородный человек. И тогда, когда он сказал, я не читающий, Джабраил, алейхиссалам, крепко обнял его, сжимал, говорит, и потом опустил. Потом еще раз говорит, читай. Пророк, алейхиссалам, говорит, я не читающий. Опять Джабраил, алейхиссалам, обнимает. Крепко обнимает, второй раз, потом опускает, говорит, опять читай. Пророк, алейхиссалам, я не читающий. Читай, если говорит, нету перед ним книги, нет, чтобы читать и показывать. Что читать? Непонятно вот так. И третий раз опять Джабраил сильно обнял, говорит, и потом опустил, читай, икра бисми раббика аллази халак. Первое, что было неспасно с Корана, читай от имени Аллаха, который создал всего. Создал человека от крови, пустой крови. Читай, поистине, твой Аллах щедрый, твой Аллах тот, который учил людей писать. Чтение и писание посредством ручки, аля. И то, что и читай, аллама инсана, и научил человека то, что он не знал. Таким способом обратился к нему Джабраил. Настолько этот момент тяжело был, говорит пророк, алейхиссалам. Он даже говорит, китту, я думал, это последний момент с моей жизни. Он думал, сейчас он умрет, здесь погибнет. Настолько сильно сжимал. Это было как покрывал, одеяло, которое он там сидел. Таким одеялом сильно сжимал. Тогда пророк, алейхиссалам, вернулся быстро домой к жене Хадиджа, радиаллаху анха. И пророка охватывала дрожь, говорит, от страха. И когда Хадиджа зашел, пророк, алейхиссалам, просил за миллионы обвернуть одеялом сильно. Когда человека, испугавший человек, если обвернут одеялом, у него страх уходит, говорит. Хатта захаба анху рауа, и прошло от него через некоторое время страх. И пророк, алейхиссалам, сказал Хадидже и рассказал о случившем. Что он испугался даже, что умрет. Потому что он до этого не знал Джабраила и образ Джабраила. Факалят, смотрите здесь, какую роль жена она имеет. Она сказала калля. Это слово не только нет, это никогда и невозможно. Что Аллах, Аллах поклялся Хадиджа, ма юхзика Аллаху абада. Никогда Аллах тебя не унизит. Иннака ла тасилу рахм. Ты поистине поддерживаешь родственные узы, говорит пророк, алейхиссалам. Ва тахмилу калла. И помогаешь слабому человеку. Ва таксибу ма'дум. И даешь кому не хватает, помогаешь. Ва тугирру дайфа. И уважаешь гость. Ва ту'ину. И помогаешь трудности в жизни, общих трудностях в народе, ты участвуешь и помогаешь. Фала юсаллит Аллаху алейка шаятина валь аухам. Это невозможно представить, что Аллах поставит, что владел над тобой шайтаны или идолы. Нет, шайтаны или какие-то дурные мысли. Валя мира, я не сомневаюсь, анна Аллах, что Аллах выбрал тебя как наставление людей на истинный путь. Какой сильнейшая связь и уважение, и любовь к мужу. Если женщина некоторые спросит, ты, если похвалишь его мужа кого-то, жена некоторые говорит, да, вы не знаете, он так наяву, так, а дома. Так настолько у них был связь близкий, насколько верил пророк, алейхиссалам, Хадиджа. Она же до этого тоже слышала же разные новости про его признаков путешествия и разных местах. Поэтому она настолько уверенно сказала, я не сомневаюсь. Но все-таки
подтвердит то, что она думает. Она попросила пророка, алейхиссалам, пойти с ней к дяде, к двоюродному брату. У Хадиджи был брат Вараха бин Науфаль. Он был начитанный христианский религии, Новый Завет, Инджиль. Итак, он писал даже Инджил, то, что осталось, чтобы выучить наизусть. И когда пророка вместе к нему пошли, Вараха, и попросила она Вараха: послушай моего сына, твоего брата. Она как это уважение, когда говорят арабы сына твоего брата, как близкого человека. И Вараха, ему было тогда 120 лет, взрослый старик был, он говорит, слепевший был, ослепший. Тогда он спросил пророка, алейхиссалам: ябна ахи, о сын моего брата, что же ты видишь? Пророк, алейхиссалам, сообщил все как есть. Тогда Вараха сказал: хаза намус. Это намус, то есть это Джабраил, тот ангел, который был послан Муса, алейхиссалам. То, что тебя появился, это точно ангел, не шайтан или другие мысли. Потому что он знал до этого тоже пророком Джабраил. И он сказал: я лайтани фиха джаза. Вараха: был бы я, говорит, в то время, когда ты уже будешь объявить себя как пророк, был бы я молодым, здоровым, когда тебя будет твой народ изгонять, говорит, из Мекки. Первое, что он рассказывает, когда будет твой народ мучать тебя и считать тебя лжецом и выгонять из села. Пророк, алейхиссалам, удивился. Да, пусть посчитает его лжецом, пусть не поверит, пусть мучает, а человека выгонять из селения, это уже настолько человек, он был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он знал же, как его люди уважали до этого, до 40 лет, настолько он был среди них верный, авторитетный, уважаемый. Он удивился: а он мухриджи я газа, разве они могут меня выгонять из села? Тогда он сказал: да, я тиражу ват, никто не пришел, чем ты пришел, как вот истинный, кроме как с ними враждовали. Истину люди любят хороших людей, да, если он хороший, он честный, он верный. Но когда доходит дело до него, чтобы когда ему говорят: ты будь честный, верный, они ненавидят, не любят. Любят хороших людей, но не любят, кто их наставляет. Люди хотят чувствовать себя свободным. Когда пророк, алейхиссалам, их начал наставлять, они уже ненавидели. Так, действительно, уже пророк, алейхиссалам, к этому готовится. Почему первый момент, здесь вот возникают разные вопросы. Почему охватывает пророка страх в первый момент? И почему его сжимает именно Джабраил, алейхиссалам? Почему другое не делает? Аллах Та'ала мог бы ему мягко, аккуратно все отправить как в образе человека пророка, алейхиссалам, и довести. Но вот этот момент, когда он видит вахи, бывает тоже пророку по-разному. Есть вахи, внушение пророка через человека, как обычно человек приходит в образе человека, ангел приходит в образе человека. Он от него слушает легко это. Когда ангел сам, и не видно его, когда внушает пророка, алейхиссалам, человек, пророк, алейхиссалам, он уже не как человек. Джабраил, он уже тайный. Вот сахаба видит, и пророк начинает потеть. Как будто он сидит с ними, а на самом деле с ангелами. Вот этот момент, тяжелый момент был. И сахаба, они слышали, говорит, когда Джабраил, алейхиссалам, появлялся, внушал, пророк, пот появлялся. Вот он был верхом, это верблюд уже на ногах еле стоял, тяжесть была. И что же, и потом, после этого первого раза, в течение 6 месяцев вахи не было внушения. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был очень печальный. Что же я творил?
Может, Аллах гневался надо мной. По горам, говорит, ходил, говорит, думал, себя здесь бросаться с горы. 6 месяцев, это долгое время. Почему именно столько времени после этого первого раза? Это промежуток был. Сейчас все рассказать, времени нет, в следующий урок, иншаллах, все в моменте это расскажу. Почему ты сжимал, почему первый раз трудно было, потом, почему после этого он не говорил никогда, в следующий раз, когда он встречал Джабраила, почему он не бежал к жене, не говорил, прикройте меня одеялом, почему он раньше не говорил, потом не говорил. Это все есть для этого объяснение. Как человек вот на тренировку ходит, в спортзал, он каким трудом он занимается, и ноги еле-еле держит, руки дрожат, но он второй день еще он обратно идет. Что его заставляет идти обратно? Не надо ехать, не надо, это все не надо. Явно, короче, не устоит от этого. Каждый день заново появляется его желание. Вот это шаук пророка, алейхиссалам, сладость, вахью, уже он у него обычный стал после этого. Его шаук сильнее стало, чем его обычный, как физический. Он уставал же вначале, а то, что он физически уставал, уже начал после этого не чувствовать, потому что он уже шаук, любовь была. Желание принимать опять от Аллаха. Это все это. Когда вот у нас появляется действительно желание, любовь, мы не устаем от всего. От урока не устаем, от ибадата не устаем. Как тот человек в тренировке, вот он уставший, у него сердце душе, он радостный такой сегодня. Так. Итак, иншаллах, следующий урок, вот эти моменты тонкости, которые необходимо знать, иншаллах, расскажем. Алхамдулиллахи раббил аламин. Итак, вот самый важный момент, что пророк, когда в горы ходил, говорит, там деревья, камни давали, как салам пророку. Он поворачивался, искал, говорит, кто салам дает, он не находил, говорит. В этот момент тоже попадал до пророчества.